Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что будет между вами в этом году? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, судя по венцу, между вами в этом году будет прорыв. Прорыв в ваших отношениях. Давайте к этому вернемся попозже. Начну я с мужчины. Мужчина здесь у меня вышел озабоченный финансовым своим положением. То ли ему денег не хватает, то ли он считает себя не до конца реализованным. Знаете, такой обиделся на всех, на весь мир. Как будто бы он такой непонятый гений, да, от которого все либо отвернулись, либо смеются над ним. Хочется ему денег, чем больше, тем лучше. Прям считает, что он создан для того, чтобы быть миллионером, либо миллиардером, желательно, да, долларовым. Человек живет больше в каких-то иллюзиях и фантазиях. Кстати, у мужчины тут просматривается склонность к лени. Да, возможно, он мог бы добиться всего того, о чем мечтает, но для этого же нужно работать, надо же пахать, да, 24/7 вкладываться в свое будущее. А он на это просто, не то чтобы не способен, скорее душа к этому не лежит. Да, хочу всего и сразу, но при этом я не хочу особо напрягаться. Человек немножко эгоистичный и в себя влюбленный, таким он мне идет. Это не значит, что он не умеет любить. Просто себя он всегда ставит в центр всего и сразу, да, такой, знаете, пуп земли. Плюс он человека, сразу есть знаки, которые указывают на то, что он легко воспламеняемый, легко возбудимый и очень обидчивый. То есть такого человека можно обидеть, я не знаю, не тем взглядом, да, либо не той интонацией голоса. Возможно, вы уже с этим сталкивались и так и не поняли, да, с чего ты обиделся, на что ты обиделся. Такой, знаете, спорный человек, и характер у него непростой. И, кстати, есть такое подозрение, что, возможно, у него какие-то метаморфозы начались именно в характере, в его поведении последние несколько, 4-6 месяцев. То есть он стал немножко более таким взвинченным, дерганым и более остро реагирует на все, что происходит вокруг него. Что касается вас, к вам у него горит огонь в сердце. Даже не просто огонь, видите, костер. Он пытается его периодически так притушить немножко, но не получается. Чем дольше он вас знает, тем больше он вас любит, либо тем больше он в вас влюбляется. Вы для него как свет в окошке, девочки, как свет в окошке. Но при этом я вижу, что он очень часто ведет себя как-то неправильно в отношении вас. Я бы сказала, опрометчиво. Да? Он по пустякам может вас обижать, он может вас иногда игнорировать, иногда своим поведением он вгоняет вас в какой-то ступор. То есть вы не понимаете, да, что тебе надо, что случилось, почему ты так себя ведешь. Опять же, ситуация, то он горячий, все, люблю, целую, полетели, то прям холодный и не обращает внимания, и может не позвонить, и не написать, и вообще вести себя как чужой человек. Тоже вас это очень сильно обижает. Я же говорю, какие-то метаморфозы у него происходят. Как какая-то линька, знаете, как будто бы все такое ненужное, никчемное с него слазит большими такими кусками, слоями, но при этом процесс такой длительный, да, это не происходит за один день, и даже, возможно, за 1 год не произойдет. Вы вроде как и любите его, и вроде в каких-то моментах оправдываете, но в других очень сильно на него обижаетесь, и его поведение вас заставляет прям задуматься. Мой ли он человек, нужен ли он мне, да, по судьбе ли нам, любит ли он меня.
люблю ли я его, да, такие мысли вас все чаще и чаще посещают. Так, ну ответ здесь очевидный, да, он вас любит, да, вы ему нужны, но вот такой вот он, вот такие у него особенности характера, вот такое его поведение. Я вам скажу, что дальше, чем дальше, тем лучше он будет становиться. Знаете, можно сравнить с хорошим, да, вином. Чем больше выдержка, тем лучше вкус. Ну вот мужчина тоже такой. Чем старше он будет становиться, тем он будет добрее, открытее и сговорчивее. Но так это ж надо дождаться, да, даже надо такое терпение железное иметь, чтобы дождаться. Так, его очень сильно, как я сказала, да, подкашивает то, что нет финансовой стабильности. И ему прям так и кажется, что как только я разбогатею, все решится, все разрешится. Жизнь там всякими цветами заиграет и блесточками, и как бы я могу успокоиться. Он похож в сегодняшнем дне на голодного человека, который вот перед, ну, не знаю, витриной ресторана, либо магазина с деликатесами. Ему очень хочется туда, он прям чувствует, что он там должен быть. А вот как войти в этот магазин, либо ресторан, он не понимает. Ну, либо не хочет искать этот вход. Вы, кстати, тоже чувствуете, что у него очень серьезный, крутой потенциал. Вы это чувствуете. Но когда он открывает рот и что-то говорит, вы вот просто за голову беретесь и думаете, ну как можно быть таким глупым? Либо как можно так рассуждать? Ну, как маленький ребенок рассуждаешь, да, живешь мечтами. Фантазер. Ты фантазер. Так, еще мне очень смущает то, что есть какая-то женщина, которая, ну, прям готова костьми лечь для того, чтобы вы в пару не сошлись. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. У кого-то отыграется, что это ваша мама, у кого-то отыграется, что это его мама. Может быть, даже какая-то соперница, может быть, даже какая-то завистливая подруга, может быть, даже какая-то бывшая, его бывшая. Вот прямо она сейчас стоит между вами и что-то, ну, прям намеренно делает, как помогает ему затушить этот костер, который горит у него в сердце к вам. Может быть, даже и магичит. Да, запросто может так отыграться. Опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но у ваших отношениях точно есть враг, да, который хочет это все погубить, затушить и не позволить. Так, по поводу этой женщины, стоит ли вам ее опасаться? Нет, не стоит. Да, здесь могут быть какие-то мелкие козни, но не более того. Я хочу, чтобы вы поняли такую вещь. Чем больше сложностей выпадает в ваших отношениях, либо на этом пути к друг другу, да, пути к семье, к любви, к счастью, тем крепче и сильнее ваша любовь. И ваша, и его. То есть ваша любовь растет, прорастает сквозь эти трудности. Они ее закаляют и укрепляют. Чем больше сложных ситуаций вы пройдете, тем ближе вы друг к другу станете, тем больше вы будете друг другу доверять и на друг друга опираться. Знаете, как единым целым можете стать. Встреча у вас была судьбоносная, она была запланированной высшими силами. Здесь вот не дать, не взять. Здесь вас как объединили, как две противоположности вас объединили. Вы друг другу для чего-то очень сильно нужны. Здесь явно есть замысел судьбы на то, чтобы вы были вместе. По поводу вас. Вы очень умная и талантливая женщина. Но почему-то в каких-то вопросах себе не верите, не доверяете. Очень часто оглядываетесь по сторонам. То ли вы зависимы от чужого мнения, то ли, ну, так исторически сложилось. Да, у каждого ведь тоже по-своему отыграется. Это вам мешает. Вы не должны никого слушать и не должны на кого-то смотреть. Живите своей жизнью, живите своим умом. Еще раз говорю, вы очень умная женщина. Неважно, сколько вам лет и неважно, какое у вас образование. Все, что надо для жизни, у вас есть, поверьте, с лихвой есть. По поводу ваших талантов. Тоже как-то вы пренебрежительно относитесь к своим талантам. Здесь есть очень одаренные девочки, вот зашли на мою цыпку, но то ли стесняетесь, то ли у вас времени на это нет, то ли жизнь такая тяжелая, что вам ну просто не до талантов, не до раскрытия своих талантов. Мечтаете вы о любви, о счастье, о семье, о теплоте. Прям знаете, как сердечко ваше нуждается в ласке, в нежности. Прям очень-очень сильно хотите роднулечку рядом. Мужчину этого хотите.
хотите от него тепла и нежности, но он почему-то вам это не дает, либо не додает. Да, может быть, дает, но как-то так совсем чуть-чуть и дозированно. У кого-то из вас отыграется, что вы сейчас не вместе, что между вами вот какое-то расстояние, дистанция. Смотрите, пусть вас это расстояние не пугает. Опять же, я уже сказала, да, чем больше трудностей на пути друг к другу, тем сильнее будет ваша любовь. Вы должны об этом знать. Этот год, он идет непростой, потому что здесь прям пиковые метаморфозы произойдут у вашего мужчины. Да, вы его уже видели разным, но здесь краски немножко будут сгущаться. То есть то, что вы видели, покажется вам просто цветочками по сравнению с тем, что будет. Он перерождается, он перезагружается. Это всегда очень тяжело. Это, знаете, как себя вот прям об коленку в нескольких местах сломать и заново, чтобы вот все кости срослись. Понимаете? И больно, и неприятно, и даже какие-то моменты будут казаться бесконечно долго. Если вы это все выдержите, если вы все это вытерпите, его не бросите, не оставите, будет вам счастье. К концу этого года мужчина созреет целиком и полностью. Он полностью обновится, перед вами предстанет не мальчик, но муж. Понимаете, настоящий мужчина. Вот взрослый, самостоятельный, решительный и деятельный. Просто надо дать ему время. У него, кстати, глобальные планы на вас и на ваше будущее. Опять же, леность ему немножко не позволяет это все реализовать. Либо вот отсутствие денег, да, он на это списывает. Говорит, ну вот как я ее сейчас позову замуж, если у меня банально нет денег на то, чтобы создать условия для будущей жены, там, для детей и прочее, прочее. Там, оплатить ту же свадьбу, съездить в медовый месяц. Ну вот как, да, как я могу ее позвать замуж? Такие у него мысли. Вам, девчонки, такой совет: набраться терпения и больше заниматься собой и своей самореализацией. Прорабатывайте свои способности, открывайте свои таланты, реализуйте себя, реализуйте. А мужчина, он подтянется, он же не дурак. Как же он оставит такую прекрасную женщину, лучшую из женщин? Вы для него, еще раз говорю, да, как звездочка путеводная. Не отстанет он от вас, не оставит он вас. Он все время будет идти за вами, тянуться к вам. А у вас потенциал, ну просто сногсшибательный. Я таких талантливых давно не видела. Вам нужно заниматься собой. Обязательно. Так, еще. Мужчина. У мужчины, у вашего, в этом году появится какой-то новый друг. Друг, товарищ, приятель, может быть, коллега. Очень хороший человек, очень умный человек. Вот он его будет воспитывать. Воспитывать, как, знаете, как психолог, да, очень деликатно, но очень так метко и четко. Вот благодаря этому другу у мужчины тоже, знаете, как дела в гору пойдут. Может быть, они вместе даже что-то будут делать. Как все начнет налаживаться. Где-то к концу осени ваш мужчина в пиковом значении. То есть у него уже и деньги есть, и работа хорошая, да, либо бизнес пошел. Этот верный, хороший друг рядом, который мозги ему вправляет. У него эта линька уже практически подошла к концу. Вот конец осени, вот что-то хорошее идет между вами. Хорошее, вот, похожее на этот прорыв. Прорыв, какие-то предложения, действия. Активность идет со стороны мужчины. У многих отыграется, что он будет делать вам предложение. Предложение, вы уже вместе, либо съезжаться будете, а кто-то даже будет узаканивать свои отношения именно в конце осени. Такой знак. Вот друг хороший. Видите, одна вы, может быть, не вытягиваете этого мужчину в плане воспитания, а вот этот мужчина, друг, он ему поможет. Так, что касается вас. У вас за спиной дорога. Дорога, причем дорога как-то вас, ну, как врасплох застанет. Куда-то вам нужно будет поехать, уехать, ну, либо где-то волей судьбы вы побываете. То есть вы это не планируете, вы об этом не думаете, но это произойдет. В этой дороге с вами какое-то чудо произойдет. Чудо. Может быть, вы поедете в святое место, кстати, так может отыграться. После этого чуда вы станете немножко другой. Вы как раскроетесь и прежде всего для себя, с какой-то необычной стороны.
У многих девочек ну вот действительно состояние, когда вы многого о себе не знали, не понимали, либо сами себе не верили. А благодаря этой дороге вот уверенность в себе придет, поймете, кто вы, ваша цель, ваше предназначение, как себя найдете, другой станете, себя ценить больше будете. И другие люди, вот, и даже мужчина будут вас больше ценить. И ценить, и уважать, и почитать. Потому что такой момент идет. Так, не вижу между вами борьбы. Вижу, что оба как сложили мечи. Да, все, перестаете вы драться. Здесь у вас дерево между вами, но это семейное дерево. Дерево, которое пускает корни. Смотрите, один корень в его сторону, другой корень в вашу сторону. То есть здесь явно вы либо съезжаетесь, либо вы женитесь. По-другому тут никак. После прорыва, да, семейное дерево, которое пускает корни. Нет, вы будете вместе. Вы переживете все эти сложности. Вы друг друга, как говорится, вытащите на вот этот новый семейный уровень. Еще хочу на оракулах для вас посмотреть. Здесь идет информация, что вы созданы друг для друга. Созданы и встретились по воле судьбы, и дерево семейное между вами. Да, ждете вы от него, ждете. Смотрите, вот он, обновленный, прекрасный мужчина. Это суд, это узаконить свои отношения. Это то, чего вы ждете. Мужчина сильный, самостоятельный, мужественный, общий дом. И вот она, ваша любовь, ваше счастье. Девчонки, здесь просто нужно дождаться. Ничего делать не надо в отношении этого мужчины. Нужно именно заниматься собой, своей жизнью, себя развивать. А он, поверьте, он подтянется. Вы никак и ничем не можете ему помочь. Здесь ваше дело сторона, да, просто сидеть, ждать и наблюдать. Если вы выдержите этот момент, да, наблюдения, ожидания, поверьте, вот оно дерево между вами. И карты показали, да, любовь, общий дом и любовь между вами. Если вы хотите прям все по-другому, ну, тогда другого мужчину ищите. Этому нужно дойти до вашего уровня, этому нужно переродиться, этому нужно перезапуститься, а на это время должно уйти. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя, не нервничайте и поймите, всему свое время. Он вас любит, вы его тоже, просто нужно немножечко подождать, и все будет. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.